Добрый день, благодарю за приглашение. Я в вашей стране уже третий раз. Добър ден, благодарам за поканата. Аз съм вече по трет път във вашата земя. В данный момент я был приглашен руководством партии «Единственная Македония» для того, чтобы провести образовательные курсы и семинары для членов партии, сторонников партии. Овој път бе поканет от страна на партията Единствена Македония с цел да ги одржам курсивите за едукативните курсиви за във връзка со определение на партията. На наш взгляд, очень важно дать возможность всем людям получать альтернативную информацию, не быть закодированных в тех рамках, которые проводят сторонники западной научной и образовательной школы. Битно е на нашите македонските гледачи да им се овозможи еден поинаков пристап, декодиран, а не онака како што досега тоа се протежираше. У нас есть подобный опыт проведения в школы в Сербии, в Ливане, в других странах. Вако нешто имаме во Србија, во Либија и во другите земји. Цель подготовки подобной элиты – это, соответственно, чтобы новая власть, новая политическая элита отстаивала суверенные интересы, национальные интересы Македонии. В данном случае Македонии, в Сербии, в Ливане и так далее. Основната цел и порака е да владата, легитимната влада која ќе биде се мисли натаму во победник, да ги задржи, да задржи уставотворноста и унитарноста на земјата. Мы не навязываем исключительно пророссийскую точку зрения, если будут такие обвинения, это ошибка. Мы даем знания. Знания, основанные на нашем опыте, анализа, геополитической работы в Московском государственном университете, в Российском университете Дружбы народов и в ряде неправительственных организаций в России. Ние не се наметнуваме за свои идеи, ние едноставно даваме предадби како треба да се работи според инструкциите на Московскиот државен университет. Российский университет Дружбы народов. На Рускиот университет на приятелство и на народите. Соответственно, наша позиция заключается в преподнесении широкого спектра политических технологий и знаний. Нашата основна цел се состои во давање на широк спектар на информации и технологии на тој план, на работата. Мы видим, что в ряде стран, в том числе здесь в регионе, в странах бывшей Югославии, пытаются навязать единственную точку зрения. Во бившите земји на Југославија се забележува дека се има намера да се наметне туѓо влијание. И, к сожалению, эти негативные процессы могут иметь трагические последствия. За жал, таквите случувања може да имат негативни и трагични последици. Поэтому, на наш взгляд, народ вправе решать собственную судьбу. Според нас, народ има единствено право да решава за своята судьба. Соответственно, все процессы, которые протекают в государственном управлении, должны быть более прозрачны, демократичны. Сите процеси кои се одвиваат во државата треба да бидат по-демократски и по-транспарентни. И, конечно же, народ Македонии должен решать, с кем связывать свою собственную судьбу. Самиот македонски народ треба да одлучи со кого ќе се површи својата судьба. А с Россией народ Македонии, конечно, связывают глубокие исторические корни, общие традиции, культурные, языковые, религиозные. Македонскиот народ со рускиот народ и со Русија го соединуваат, приближуваат или површуваат културните, традиционалните, религиозните и другите традиции. Поэтому вполне логично, если преподаватели из России, российские эксперты будут приезжать в Македонию, встречаться с вашими экспертами, преподавать, давать свои знания, делиться опытом. Од таа причина ќе биде од полза професорите, предавачите од Русија да бидат во Македонија, каде што ќе пружат податоци и информации за се она што е потребно за Македонија. Это особенно важно в тот исторический момент, в котором находится не только Македония и Россия, но и весь мир в целом, когда мы переходим к многополярной мировой системе. Ова е допрва важно, бидејќи сега во овој миг кога светот е многу поларен и доаѓа посебно до израз. Когда мы видим, что Соединенные Штаты уже не могут являться единственным глобальным шерифом и проводить свою гегемонию, гледаме дека Соединените американски држави повеќе не можат да бидат главни хегемонии кои ќе господарат со светот. Поэтому нужно устанавливать новый баланс отношений между государствами, между народами. По таа причина треба да се воспостави еден друг однос на балансирање помеѓу народите и односите во нив. И, соответственно, и наша организация, и Россия в целом может помочь укрепить суверенитет Македонии.
нашата организација може во целост да ја засвести позицијата на Македонија.